Фабрика по изготовлению вокальных талантов продолжает функционировать и предоставлять благодарным зрителям отчеты в виде концертов. Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш парад голосов! Накануне состоялся первый отчетный концерт музыкального проекта «Парад голосов». Элина Эльбазурова и Лиана Индербиева – первые конкурсантки, которые покинули проект. Путем СМС-голосования зрителей был спасен Альви Ахмадов. Итак, друзья, максимальное число голосов у Альви Ахмадова. А это значит, что Альви проходит дальше по конкурсу. Альви, мы тебя поздравляем с этим событием. Давайте поаплодируем ему. Ну а голос от главы Чеченской Республики получила Айза Дадаева. По идее, вот это нужно было давать уже не мне. Сегодня мне не понадобилось решение моих коллег, потому что есть одна девушка на проекте, которая уже несколько раз участвовала в важных мероприятиях нашей республики. И видя ее старания, видя ее талант, видя ее такой, скажем, творческий азарт, эта девушка всегда очень тебя ярко преподносила. Она любит танцевать, она любит петь, она знает все музыки. Какую бы песню ты у нее не спросил, она знает все песни наизусть. Нам не приходится печатать, искать какие-то песни. И этой девушке сегодня повезло намного больше. Сегодня мы говорили, вернее, ведущие говорили, что кому-то повезет больше всех на проекте, потому что свой голос отдаст за одного из номинантов сам глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И свой голос, и этот очень важный, драгоценный для нас голос, он отдает Айзе Дадаевой. Дейл Рейс Хилшин Масарна Асшу подвести дальше. Рамзан Ахматович, Дейл Рейс Хилшин Кузвар. Беслана Эльбиева спасли сами конкурсанты проекта. Дейл Рейс Хилшин Масарна. Первым на сцену вышел Саидмагомед Сельмурзаев, который готов работать над собой и меняться от концерта к концерту. Сперва это касалось его внешнего вида. В принципе, я хотел на первом показательном концерте выступить без пиджака. Мне не разрешили, и надо мне строгую форму одеть. Теперь же было предложено не только петь, но и танцевать. Патриотическая композиция «Нохчи Онах», которую участник исполнил вместе с ансамблем Нисархой. Зал приветствовал стоя. Анжела Шидаева свой музыкальный номер создавала сама, на свой страх и риск. В это выступление Анжела вложила душу, раскрыла глубину переживаний и продемонстрировала весьма яркий и сильный голос. Выступление Майрбека Аткидиева, Мансура Кадырова и Рамзана Зубайраева было очень ярким и запоминающим. Судьи назвали выступление одним из самых лучших музыкальных номеров вечера. عدت عينا ستحقق شي ستتسسنا خلونا نحكي حكي
ساتها كيرارادو سيجيلا دوغا كيرارادو عطيحة ألشي عطا سعينا ساتها ألشي ساتها ساتنا ترمي غدغا حول كيرارادو ينسعي حينا كيرارادو عطيحة ألشي عطا سعينا ساتها ألشي ساتها ساتنا تثبت يدغا حول كيرارادو نارشكا كيرش حين كيرارادو. Композицию «Сом Гураят» конкурсантки преподнесли как уже признанные звезды. Голос девушек звучал замечательно, а судьи были приятно удивлены и довольны выступлением. Концерт прошел удачно. Организаторы остались довольны. Но ребятам еще придется потрудиться, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Итак, теперь мы предоставляем вам новую пятерку номинантов на выбывание. Магомед Сельмурзаев. Чтобы проголосовать за него, вам нужно отправить смс на номер 5522, текст письма «Голоса 10». На самом деле период адаптации уже прошел достаточно давно, и я настроен на работу. Хоть и ощущается какая-то усталость, не столь моральная, сколь физическая. Морально мы все уже немного попривыкли, именно чувствуется первая часть словосочетания «парад». То есть мы работаем, система налажена. Продюсерам гораздо легче, потому что все абсолютно четко по полочкам разложено. И точно так же отлажена инфраструктура рабочая в том плане, что каждый четко знает, что от него требует конкретный человек, будь то режиссер, будь то кто-то. То есть мы четко понимаем поставленную задачу и стараемся ее выполнять. И то, что я оказался в числе номинантов, для меня не стало неожиданностью, так как все конкурсанты должны пройти через это. И я понимал, что рано или поздно настанет и мое время. Я уже 7 лет, только там было, ходил, не ходил, а так постоянно увлечение уже 3-й год. Ансамбль Нисор под руководством Рената Цакаева, Дана Брайан, Тайна Дэвис, Танцы или все-таки музыка? совместить хочу. А если выбирать? Ну, то
больше по душе, если честно. Кого из участников проекта «Парад голосов» ты для себя считаешь конкурентом? Конкурентом? Откидиев Майрбек, законный конкурент. Я Откидиев Майрбек, участник проекта «Парад голосов», мне 19 лет. Майрбек Откидиев. Чтобы проголосовать за него, вам нужно отправить смс на номер 5522, текст письма «Голоса 9». С детства очень люблю чеченские песни. Сецахсанна гитвашверита сохчак билушилама Вайшин яхша парда гэриташ барзуа барига шиякаво Садин сойши дарцуа горваш шиалуа дагия хидайо Hayshi koy kuşlarla gwara sarlo gela yattalo. Музыка я увлекаюсь еще с дошкольного возраста. С детства принимал активное участие в республиканских, городских, районных разных мероприятиях. Увлекаюсь, то есть играю на национальном инструменте Адачик Пуандари. Садин сойши дарцуа горваш шиалуа дагия хидайо Hayshi koy kuşlarla gwara sarlo gela yattalo. Недавно я колледж закончил, культура и искусство. Вот там у нас были предметы, гармония, сольфеджио, вот те предметы, которые именно нужны нам для дальнейших творческих успехов. Alış onda lüttaloti usamda sovasavo. Хава Сайтаева. Чтобы проголосовать за нее, вам нужно отправить смс на номер 5522, текст письма «Голоса 6». На селении Гихей была красивая свадьба. И на эту свадьбу были приглашены разные артисты. И среди них была заслуженная артистка России Мака Межиева. И когда она вышла спеть, она меня так вдохновила. И с тех пор я поняла, что музыка – это мое второе «я». Вот мне кажется, артист нового поколения должен быть очень грациозным, воспитанным, умным. На ближайшее время все планы и мысли ведут только к конкурсу, и тем более я номинантка. Мансур Кадыров. Чтобы проголосовать за него, вам нужно отправить смс на номер 5522, текст письма «Голоса 8».
с детства увлекаюсь музыкой, но если сказать точно, это было где-то 5 лет назад. В это время я и начинал учебу на гитаре. И с этого момента я решил начать карьеру артиста. Конкуренция здесь большая. У всех хорошие голоса и артистизм. Есть свои плюсы и свои минусы. Наверное, нынешний артист должен не только хорошо спеть, но и донести песню до слушателя. Родители поддерживают меня во всем. Даже выходя на сцену, я замечаю, что они волнуются, можно сказать, больше меня. Анжела Шидаева. Чтобы проголосовать за нее, вам нужно отправить смс на номер 5522, текст письма «Голоса 7». Раскрывать мы. Жин, прикрой. Давай. Собери, босс. Чуть-чуть собери. Верхнюю собери еще. Вот, хорошо. Еще раз. Еще раз. Мне было 13 лет, когда я впервые начала петь. С тех пор я решила свою жизнь связать с музыкой. В проекте очень талантливые ребята, конкуренция будет сильная. Я не хочу никого выделять, все ребята достойны остаться. Но я надеюсь, что я справлюсь со своей задачей лучше всех. Предугадать, будет песня хитом или нет, довольно сложная задача. Песню оценивают слушатели, зрители, и их оценка является главным фактором успеха. Задача любого артиста быть всегда востребованным, развиваться, одним словом, быть настоящим артистом. Я хочу поблагодарить свою маму, которая поддерживает меня во всех моих начинаниях, а также педагогов. Итак, первый отчетный концерт позади. Впереди уже второй отчет. Отчет не только перед зрителями и продюсерами, но и перед собой, ибо здесь остаются лишь сильнейшие.